Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия в деталях». Мой доктор, с вами Иван Луцкан. Болезни сердца и сосудов остаются главной причиной смертности и инвалидности во всем мире. Инфаркт, инсульт, операции на сердце — это не приговор, но после таких событий начинается порой новый этап жизни — восстановление. Как вернуться к полноценной жизни, с чего начинается реабилитация после выписки из стационара, какие упражнения можно делать, а какие смертельно опасны, и сколько времени нужно, чтобы сердце снова заработало в полную силу. У нас в гостях Владимир Николаевич Никаноров, заведующий амбулаторным отделением медицинской реабилитации Республиканской клинической больницы номер 3. Мы поговорим о том, что и как проходит восстановление после инфарктов, инсультов и операций на сердце, какие методики используются в Якутии, что могут сделать сами пациенты, чтобы ускорить возвращение к активной жизни. Здравствуйте, Владимир Николаевич, рад снова приветствовать в нашей студии. Мы с вами встречались так уже несколько лет, получается, тому назад. За это время многое что изменилось. Давайте тогда с главного. Многие пациенты после инфаркта и инсульта боятся даже лишний раз пошевелиться, переживают, потому что все-таки страх за свою жизнь он присутствует. Когда на самом деле нужно начинать реабилитацию. И все-таки момент выписки, он становится в этом плане каким-то отсчетом для нее, или же даже в процессе нахождения в стационаре можно начинать? Здравствуйте, уважаемые слушатели, коллеги, зрители. Иван Петрович, очень рад снова быть на вашей программе. Хотелось бы, конечно, остановиться с организационных моментов, прежде всего, чтобы люди понимали, население, что с 2017 года в Российской Федерации есть определенные изменения, которые предусматривают трехэтапное проведение реабилитации практически от всех заболеваний. Это прежде всего сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов опорно-двигательного аппарата. Раньше была постковидная реабилитация и соматические заболевания. Заболеваний достаточно много. Инфаркты, инсульты — это, конечно, первое место занимает, как вы уже сказали, смертности, инвалидизации. И цель реабилитации — это восстановить настолько, насколько человек сможет это сделать самостоятельно, получается, с помощью медицинских технологий, именно реабилитации. Начинается реабилитация уже с первых практически часов нахождения, начиная с реанимационного отделения, когда пациент пришел, ему сделали стентирование, купировали все острые состояния, и уже в течение суток пациент начинает реабилитацию. Когда реабилитация предусматривает это достаточно большой комплекс процедур, которые делается. Это, если вспомнить свою ординатуру, когда в 2004 году я проходил на базе железнодорожной больницы на станции Новосибирск главный. Это была крупная многопрофильная больница, и сижу, будучи ординатором, помогая, учусь методикам, которые проходят. И приходит такая молодая девушка, пациент буквально только с операционной, там кардиологический блок интенсивной терапии, и приходит пациентам, которые еще на кислороде, только обезболены, и начинает с ними заниматься. В то время пальчиками, ручками, стопами. Для меня это было в новинку, потому что в Якутске этой системы еще не было, хотя она исторически еще 70-х годов Советского Союза, вообще школа началась. И занималась буквально 5-10 минут, но этого, в принципе, хватало, чтобы немножечко профилактировать уже те осложнения, которые были. По приезду, после окончания, конечно, в Якутске этого, к сожалению, не было. Пациенты лежали, в основном лечились консервативно, то есть в то время еще не было операций, не было тромболизиса, не было стентирования, и пациенты были тяжелые по сравнению с Новосибирском. В Новосибирске это все более ранее методики применялись, и тромболитическая терапия, и стентирование. И когда открылся сосудистый центр, это в 2011 году, в Республиканской больнице номер 2. И эти методики мы стали применять. Уже начиная с первых часов инструктор-методист, врач лечебной физкультуры приходил, у стабилизированных пациентов начинал их двигать. Двигать — это утрированное это движение пальцами, движение стопами. Этого хватает, чтобы разогнать
кровь, чтобы не профилактировать тромбозы. В основном человек, когда не двигается, это вот буквально надо 2-3 дня, чтобы развились какие-то осложнения. И вот сейчас по сосудистой программе эти методики применяются в региональных сосудистых центрах РБ-1 и РБ-2. Вот, из-за этого польза от этого, конечно, очень большая, потому что прежде всего в кардиореабилитации это движение. Движение самого человека, когда нас просто погладили, что-то прилепили, те же массажи, когда это все происходит пассивно, без участия пациента, эта эффективность достаточно низкая. Скажем так, из-за этого участие самого пациента — это основа. Ну, давайте так, про ваше амбулаторное отделение. Вот как в него попасть и что там ждет пациента? В наше отделение в этом году отмечает 5-летие. Это практически единственное отделение, которое находится при поликлинике. 5 лет прошли достаточно интенсивно. Мы поменяли даже здание, расширились. У нас достаточно много сейчас кабинетов, больше 10. Стало больше людей, которые работают, оказывают эти услуги. И профиль у нас реабилитационный достаточно большой. К сожалению, касаясь кардиореабилитации, пациенты после инфаркта, они в основном молодые, да, чаще всего инфаркт — это заболевание, там сейчас он молодеет, кому за 40, 45, 50 лет. Раньше, если это было лет 30 назад, это были более возрастные пациенты, сейчас это молодежь, и им надо восстанавливаться. Это работоспособный возраст, и необходимость этих реабилитационных мероприятий достаточно большой. Но если сравнить с другими профилями, если там протезирование, переломы, инсульты, когда человек не может там передвигаться, у него есть какие-то затруднения в выполнении бытовых функций или даже рабочих моментов, вот, дойти до работы и так далее. Сердечники, они, как правило, если они вовремя поступили, они восстанавливаются достаточно хорошо, и в большинстве случаев, если это все вовремя было оказано, практически пациент не чувствует никаких ограничений и пытается вот эту, скажем, болезнь свою забыть. Это психология. Человек сперва всегда игнорирует, но старается как бы отстраниться от этих проблем, хочет быть как раньше. Но даже есть люди, которые выходят через там, недели 2, 3, 5 на работу, и потом начинается вот как раз симптоматика. Человек уже чувствует, что он немножечко по-другому себя ощущает, что он не может выполнять те или иные сложные функции, даже вот когнитивные функции, когда человек просто лежит, у него память ухудшается. Вот, и уже после этого пациенты как бы начинают сами уже проситься на реабилитацию, чувствуют, что что-то не то, не как раньше. Вот, из-за этого большинство пациентов у нас направляется из региональных сосудистых центров, из РБ-2, РБ-1, первично-сосудистых отделений центральных районных больниц и из поликлиник города Якутска. Это все у нас идет в электронном виде через нашу единую систему медицинскую. Заявки отправляются в течение там, недели-двух, мы их обязательно принимаем. Если нет ограничений и, главное, желание человека восстановиться. А вот какие методики вы используете? Ну, основа всегда в классической реабилитации — это физические упражнения. Прежде всего мы контролируем нагрузки, даем им ту нагрузку, которая им, скажем, на данный период достаточно безопасна и которая будет давать пользу. Пациент, проходя у нас реабилитацию, должен научиться правильно ее дозировать. Мы их учим, прежде всего. Это долгие беседы, по часу, по 2, практически там 3-4 раза за этот курс. Примерно курс длится у нас амбулаторно около 10 рабочих дней. В клинических рекомендациях реабилитация после инфаркта должна занимать практически 40 недель, практически год. То есть ежедневно человек должен
что-то делать. Большая помощь идет со стороны психолога, потому что, чтобы понять, принять свою проблему, нормально отнестись, не ухудшая своего качества жизни. Это очень большую работу проводят психологи. И, конечно, нам помогает те процедуры, которые более-менее, и которые есть, это пассивные физиотерапия, если есть проблемы с коленками, с суставами, сложно ходить. В основном у нас опорно-двигательная система страдает на севере, и вот эти процедуры нам помогают. И наши массажисты. Массаж у нас нужен для чего? Для того, чтобы улучшить с целью расслабления. Чтобы стресс как-то ушел, чтобы человек отдохнул, пока лежит даже на кушеточке, 10 минут его погладили, и психоэмоциональное состояние значительно улучшается. Это приятно, и психологи добавляют своими методиками релаксации, принятия различных тренингов на память, на внимание, на избегание стресса. Очень многих волнует вопрос, можно ли все-таки физкультурой заниматься после инфаркта? Как надо понять, что ты переусердствовал? Нужно заниматься физкультурой. И это нам помогает прежде всего, при острых состояниях, это тренировка сердечно-сосудистой системы, как мы помним. Я когда еще не был реабилитологом, был кардиологом, я с удивлением все время, у меня в мысли в голове, приходишь, смотришь тренажерный зал обычный. В одной половинке у нас зал кардионагрузок классический, там у нас велосипеды, беговые дорожки, какие эллипсы, и там у нас в основном тренируются женщины. И вторая половина, где есть у нас силовые штанги, гири, какие-то эти упражнения, и там у нас обитают в основном мужчины. Я не мог понять, а почему такая разница большая, да? И когда стал реабилитологом, когда мне все это объяснили, оказывается, для человека, накачать мышцы, сделать хорошую фигуру, это мужчины в основном в молодости занимаются, нужно большой вес взять и за короткое время тренироваться. За счет этого у нас сжигается гликоген и так далее, без участия кислорода, и растет очень хорошо мышечная ткань. И эти наши женщины, которые у нас мужчины даже не потеют, походили немножко, буквально 40 минут и ушли. А женщины наши бедные в кардиозале бегают, прыгают, пыхтят, потеют часами. Час, иногда даже 2 наиболее ярые. Я думаю, почему так? Оказывается, что кардионагрузки, эти полезные кардионагрузки, они в организме появляются, польза от них появляется не сразу. Для того, чтобы эффект от кардионагрузок появился, нам нужно время, начиная с 40 минут. То есть, если я живу на 202 микрорайоне, с утра я все равно выхожу, догоняет меня какой-нибудь бегун или человек с палочками, и догоняет до светофора и продолжает на месте бегать. Почему? Потому что стоит человеку остановиться, у тренированного человека пульс приходит в норму буквально сразу, минута хватает, и ему придется эти 40 минут, когда запускается уже сжигание жира с помощью кислорода, более энергетически, полезная нагрузка, она обнуляется. Для этого человек, который начинает тренировку, он вынужден это делать часами, а часами тяжелую гирю поднимать невозможно. Из-за этого эти кардионагрузки, они предусматривают более умеренную нагрузку. Она не такая большая, но она долгая по продолжительности. И это у нас тренируется сердечно-сосудистая система, растут новые сосуды, уменьшается уровень холестерина, улучшается общий тонус, и еще нагрузки у нас помогают возврату крови
в основном с конечности. Если мы, например, у нас пациенты приходят с сердечной недостаточностью, с жидкостью, с отеками, даже обычные нагрузки, даже ходьба, велосипед и так далее, это тоже нужно по переносимости, и мы им подбираем интервальные нагрузки какие-то, это тоже полезно, даже если у человека нет там инфаркта и так далее, при сердечной недостаточности тоже, потому что кровь выталкивается в тело сердцем, но возвращается оно с помощью сосудов и с помощью наших мышц. И вот эта работа наших мышц конечности, она нам помогает, облегчает работу нашего сердца. По поводу питания. Все-таки диета очень важна. Соли, жиры, что нужно ограничить, от чего нужно вообще отказаться, а что можно с удовольствием уплетать за обе щеки. За обе щеки? Ну, калорийность, она, в общем-то, важна. Да, прежде всего, это всем людям, и у кого есть проблема, у кого нет проблем. Калории мы всегда контролируем, это где-то около 2700-500 для обычного человека килокалорий в течение. Но тут вопрос, конечно, качества той пищи, которая у нас поступает. И, это большая есть связь с наследственностью. Если я пациентов принимаю, я всегда спрашиваю, а родители ваши как? Есть ли давление, есть ли перенесенные инфаркты, инсульты в семье. Как правило, у пациентов, которые пережили сердечно-сосудистую катастрофу, наследственность не очень хорошая. И вот врачи знают все, что она переносится, скажем, риски переносятся по наследству. То есть, если человек болеет, скорее всего, его дети или его внуки будут также страдать этими патологиями. Почему это так? Потому что я вот утрируя пациентам объясняю попроще, что когда у нас не было цивилизация у нас в Якутии возникла буквально 3-4 поколения, да, электричество пришло. До этого еще было там натуральное хозяйство, если так утрировать, убили мамонта в пещере, съели, и возникает голод. И организм генетически научился вырабатывать холестерин и вырабатывать сахар, даже в голодные периоды. Но никто не думал, что в то время, когда не было цивилизации, люди доживали там, до 30, до 40 лет, оставляли потомство и умирали. Сейчас нам предстоит жить как бы так намного дольше, да, в 30-м году мы должны доживать до 80 лет. Вот. И вот эта привычка, выработанная десятками, сотнями поколений наших предков, она остается, и для того, чтобы она ушла, нужно еще столько же поколений, чтобы она поменялась. И вот эта привычка вырабатывать сахар, холестерин, генетики, она осталась. Если у нас случится голод, эти люди, которые имеют плохую наследственность, может быть, выживут в голодный период. Да? А сейчас как бы требования жизни немножко другие, и вот эта привычка, она у нас осталась, и теперь она нам мешает жить, вызывает ранние сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Это вот из-за этого вот переходит все это по наследству. И по питанию в этом играет всего четверть. То есть если человек любит жирненькое, жареное и так далее, это, конечно, не очень хорошо по калорийности, но если у человека есть плохая генетика, даже люди, которые не едят мясо, вегетарианцы, они болеют практически с такой же частотой, инфарктами, инсультами, если у них не очень хорошая наследственность. Из-за этого, если чего-то хочется, мне кажется, на мой взгляд, я пациентов как бы успокаиваю, потому что если человек в молодости заболел, он привык кушать достаточно, аж традиционную пищу, да, вот эти жеребятину, колбаски иногда хочется и так далее. Вот как бы 100% ограничивать, прямо отказываться как бы не надо. У нас есть люди, которые контролируются в основном это мужчины, контролируют готовку женщины, начинают их садить полностью на овсянку, на гречку, ни грамма мяса, ни грамма каких-то этих. И если человек резко меняет свое как бы, питание, это тоже очередной стресс, это тоже определенная нагрузка на психику человека, и это все может, конечно, не закончиться не очень хорошо. А психологическая реабилитация. Все-таки человек, который перенес инфаркт, инсульт, подсознательно боится второго такого же повторения истории, и он впадает в депрессию. Да, по статистике наши пациенты
Чем моложе, тем хуже переносят. Да, действительно, в 90% людей они у нас уходят в депрессию, субдепрессию, и вот как раз пытаются из этой депрессии выйти игнорированием своих проблем. Вот для этого нам нужны психологи, начиная с самого первого этапа реабилитации, начиная с реанимации, с отделения, чтобы психологи с ними хорошо отрабатывали. И тогда, если бы, и проблема есть, она не только в Якутске, она по всей России, приверженность к лечению пациентов очень низкая. Именно кардиологических. Если взять свою практику, вот пациенты, которые в самом начале начинают, мы их обязательно приглашаем на повторный курс тренировок и так далее, приходят где-то процентов, наверное, 30. И это не из-за того, что у них все хорошо. Они пытаются, проблема остается. Дальше, после окончания реабилитации, некоторые пациенты тоже продолжают, к сожалению, вот эта вот эмоциональная, психологическая часть страдать. И они пытаются также продолжать игнорировать. Даже если вспомнить своего отца, тоже сердечник, к сожалению. Вот из-за этого, наверное, я кардиологом стал в свое время, да. Вот. Даже если после шунтирования, стентирования, много было медицинских манипуляций. И раз в год всегда был звонок. Я говорю: Володя, я не хочу, говорит, лекарства пить, я устал, говорит. Ага. И вот, говорю, не пей, говорю. Вот, проходит 2-3 дня. Вот, самочувствие резко ухудшается, и потом появляется понимание того, что эти препараты определенные помогают. И вот эта вот закономерность «я устал от лекарств» и так далее, она, к сожалению, возникает каждый год. Практически весной или зимой, когда вот солнца не хватает, эмоций не хватает, вот сидит человек там дома и так далее, какие-то есть другие факторы, которые усиливают вот это эмоциональные изменения. И пациент все время пытается стать здоровым, как раньше. Даже если куча операций было, и вот это я до сих пор запоминаю, каждый год был звонок. И каждый год ответ был такой: да, каждый год. И я уже привычно, помню же, как в прошлый раз было. Если хочешь, не пей, говорю. В данном случае не очень хороший совет, как сына. Здесь как сын и отец в данном случае. Так вот, этот опыт всегда заканчивался не очень хорошо. Давление поднималось, сердце начинает стучать и так далее. И человек возвращался. Человек существо такое, что ему надо все испытать на своей шкуре. Вот. Для этого приверженность — это прежде всего к лекарствам, медикаментам. Сейчас они современные, достаточно безопасные, и под контролем врача все должно быть хорошо. А сколько длится курс реабилитации? Можно ли пройти его бесплатно по полису ОМС? И как быть, если ты находишься в отдаленном улусе? Ведь таких у нас пациентов на слегах достаточно много. Да, население у нас очень большое, разбросано по большой территории, да, получается, и доступность, конечно, реабилитационная вещь, вообще услуги очень дорогостоящие. Это работа не одного специалиста, это работа целой команды, реабилитационной команды, куда входят разные специалисты. Это не только врач, это инструктор-методист, это психолог, если нужен логопед, эрготерапевт и так далее. И это оплата их услуг, это и в целом тарифы очень большие. И открыть вот такую реабилитационную службу у себя в поликлинике достаточно сложно, если у тебя население там 2-3 тысячи в районе. Экономически очень сложно. И в этом году, в этом году у нас начался реализовываться проект, называется «Ритм доверия». С помощью общества специалистов по медицинской реабилитации, где я являюсь председателем, мы выиграли грантовый конкурс главы Якутии за 2025 год. И в результате реализации мы закупили оборудование, которое позволяет тренировать пациентов под контролем удаленно. Я сижу, сейчас у меня, к сожалению, пациентка, я там с персоналом переписываюсь в Нюрбе, в Намцах начала сейчас тренировку. То есть надевается, есть у меня сестры, сейчас у нас партнерами является Намский геронтологический центр,
и Нюрбинская центральная районная больница. С 2 районами я работаю, и плюс у меня дистанционная реабилитация проходит на базе нашего отделения. Закуплено 3 аппарата, которые вешаются, ну, по-хорошему можно научить самого пациента вешать себе. Ну, мы набрали сестер, которые работают постоянно, они прикрепляют датчик, и я, сидя у себя на рабочем месте, на компьютере смотрю, как человек ходит, с какой скоростью, какая у него частота сердечных сокращений. Пациент имеет возможность через смартфон со мной общаться, писать, ну, звонить и так далее. Да? Мы контролируем его частоту, подбираем его нагрузку, и где человек ходит, с какой скоростью, и главное, какие нарушения ритма во время этих тренировок возникают. У нас прошло где-то на данный момент около 40 пациентов эту тренировку, и человек 5 мы отсеяли. Ну, точнее, ну как отсеяли? У них возникли нарушения ритма, которые не позволяли дальше тренироваться. Им нужно было не реабилитироваться, а лечиться. То есть они были направлены к врачам для дальнейших каких-то обследований или активного лечения. А так эта методика, получается, позволяет удаленно, без врача, ну, под боком как бы необходимости медперсонала нет. Пациент может, в принципе, индивидуально надеть и пойти тренироваться. Подбирается, перед тренировками мы проводим обычный тест 6-минутной ходьбы, определяем его переносимость нагрузки при обычном 6-минутном тесте. И после этого подбирается частота, которая для него безопасна с учетом его заболевания. Это все дистанционно происходит. Мы регулярно выезжаем вот на Амцинерингри совместно с психологом, и я как врач, проводится отбор пациентов и подбираются вот эти показатели тренировок. Самое главное, конечно, чтобы после окончания, после подбора этой частоты тренировки пациент дальше продолжал тренироваться, ну, ходить. Самое простое — это ходьба. Доступная сейчас как раз погода позволяет, пациенты ходят, и через какое-то время они могут через полгода и так далее подойти еще раз к нам, и мы можем уже эту тренировочную частоту уже поднять, например, или наоборот снизить, если есть нарушения. Ну, это вот уже, наверное, такой мониторинг дистанционный, да, за пациентом. А можно ли вот вообще в целом консультацию врача реабилитационной медицины получить в онлайне? Да, у нас здесь активно эта система развивается. Телемедицинские консультации у нас в республике очень развиты. Ну, большая часть они проходят в режиме врач-врач. Врач с района может консультацию запросить у врача городской больницы. Но есть еще консультации врач и пациент. Но там есть определенные нюансы законодательные. Мы, как врачи, не можем заниматься тренировкой пациента, которого мы не видели. То есть в таком режиме мы работаем врач-пациент с людьми, которые у нас когда-то были, которые у нас проходили реабилитацию, например, уехали к себе домой, и через месяц или через 2 месяца мы с ним можем выйти на связь и провести вот эту консультацию. Просто так вот, к сожалению, с района, не видя пациента, законодательство не разрешает проводить телемедицинские консультации. А если его увидеть на экране? Видишь же? Здесь есть очень много юридических нюансов. К сожалению, вот есть сейчас, вот можно больничный закрыть по МАКСу, да, записаться, это как бы есть. Из-за этого здесь, ну, я думаю, здесь этап есть такой, что врач в районе, например, в поселке может пациента посмотреть. И если врач, например, вот подаст заявку, в принципе, мы как-то отработать этот вопрос можем. Ну, теоретически, как бы есть такое. А так, для общего населения у нас есть формула Карвонена, как тренировать, какой частотой пульса нам тренироваться. Для этого нам помогает очень хорошо наши гаджеты, да, электронные браслеты, электронные часы, фитнес-браслеты, они достаточно недорогие, там в пределах даже 1000 можно найти, закупить, и они вам будут показывать, какая частота вот была при ваших
нагрузках, ночью, днем, если носить все время. И память сохраняется, все это в телефоне, и можно проанализировать недели, месяцы, даже годы, как себя ведет сердечно-сосудистая система. И вот эта формула Карвонена, 200, не идеальных формул, которые бы подобрала идеальную частоту именно каждому пациенту, такой формулы, к сожалению, нет. Для того, чтобы определить именно вот Иванова, Петрова, Сидорову, есть у нас специальное оборудование, которое анализирует выдыхаемый воздух, количество углекислого газа, количество кислорода, и по этой формуле и вот спортсменам профессиональным и так далее подбирается именно вот та нагрузка, которую им можно делать, и превышать ее, которая не рекомендуется. Если они превышают, то, соответственно, вот эти показатели физической активности у них могут снижаться. Это вот спортивные врачи обычно вот наши спортивные вот, Триумфе и так далее, вот эти Олимпийского резерва, эти технологии есть. В обычном здравоохранении таких технологий особо не надо. Мы проводим, получается, учитывая заболевания, вот эта формула Карвонена 220 минус возраст, то есть если, например, человеку 50 лет, ему можно разгонять сердечко до 170. Это у нас максимальная частота, которая может человек, допустимо тренировки. Но это уже высокие уровни. Сердечником у нас после инфаркта мы начинаем с 40-50% с этой частоты. Постепенно эти проценты увеличиваются. Идеальным считается, к чему должны мы прийти, это 70% от этой суммы. То есть если у нас 170, например, то в районе 130 пульса, вот как бы в идеале мы должны дойти. Но это надо делать постепенно. Как вы помните, с занятий физкультуры в школе мы начинаем все это дело как бы постепенно. 4 месяца у нас адаптационный период, потом идет тренировочный, и потом, соответственно, какую-то базу, если мы достигаем, эта база должна дальше продляться уже постоянно. То есть тренировки нужны регулярные, и это как бы время как бы через день некоторые тренируются, некоторые, если времени не хватает 2 или 3 раза в неделю, это в принципе допустимо. И в завершении, наверное, последний вопрос. Один совет тем, кто перенес инсульт, инфаркт. Здесь нужна дисциплина. Прежде всего, дисциплина. Найти нужно, как очень сложный вопрос, как найти себе стоматолога, парикмахера, еще там кого-то, да. Найти своего врача тоже достаточно сложно. И участковые, сейчас система, как бы, есть проекты, которые развиваются достаточно активно, первичного звена. И основной доктор — это врач-терапевт. И нужно всегда стараться, конечно, найти общий язык, потому что терапевты это все знают, врачи, и обращаться в свою поликлинику без мониторинга, без анализа кардиограмм, без анализа показателей лабораторных, холестерина, сахара. Это достаточно сложно. Самостоятельно, без помощи медика, тренироваться, как бы соблюдая безопасность, эффективность тренировок, достаточно сложно. Для этого дисциплина, обращаться, и эти тренировки, они как бы нужны. Человек, который начинает в самом начале тренироваться, он через месяца 2-3 уже у него возникает потребность, потому что улучшается эмоциональный фон, уменьшается и гормоны стресса уменьшаются. И эти тренировки, они, в общем-то, влияют не только на физическое состояние, но и на психоэмоциональное. Спасибо большое, Владимир Николаевич, что нашли время, подошли к нам в студию. Я напомню, что у нас в гостях был заведующий амбулаторным отделением медицинской реабилитации Республиканской клинической больницы номер 3 Никаноров Владимир Николаевич. И мы говорили о вопросах медицинской реабилитации, о том, как шагнула за несколько лет вперед система реабилитационной медицины у нас в республике, как применяются уже и телемедицинские технологии в контроле и мониторинге пациентов на расстоянии. И это уже сейчас, это наша
это настоящее. Я уверен, что в будущем будет еще более динамичное развитие с применением новых технологий у нас в системе здравоохранения. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. И по традиции я желаю, безусловно, каждому из вас всего самого доброго. Конечно же, здоровья. С вами был Иван Луцкан. До свидания.